Но раз пошла тема про Абхазию, я тоже хочу свою лепту внести. У меня есть деньги, я зарабатываю достаточно, я живу в Москве. Но у нас не было в тот момент загранников, и первый раз я решила поехать посмотреть на природу. Ну, плюсом, знаете, я с Абхазией никогда связи не имела, я первый раз их видела именно там. Ну и получается так, что я через интернет снимаю мини-частный отель, ищу мне номер на Первой береговой, у меня ребенок инвалид, который проходит. Мне нужно было, чтобы ребенок вышел сразу до моря. Каштаке сняла частный номер и поехала туда. В одной комнате жила одна семья, в другой мы. Мне очень понравился трансфер. Единственные нормально адекватные люди, знающие свою историю, любящие свою страну, это был трансфер, который меня отвез и привез. Вот. Далеко от аэропорта я доехала до Сочи, потом мы добрались, слава богу. Приезжаю, это даже не вторая береговая, а четвертая. Живу в одной семье одна семья, в другой другая семья. В одной комнате мама с сыном живут. И вот наш первый день был вот такой вот. На дальнейшее, я когда вышла из дома, это очень грязные улицы, бродячие коровы, слив, который выливается в море, люди, которые реально ненавидят нас. Пошла в магазин, чтобы карточкой расплатиться, купить продукты. Подростки в 16-17 лет, девочки, которым могли нагло сказать: идите, снимите деньги, принесите, платите наличкой. Мужчина, который жил с нами, абхаз, у которого мы снимали комнату, вот, предложил меня физически удовлетворить соседа, который очень хороший человек, и который за 3 километра с меня берет 3000 рублей. Я еще должна была с ним платить. На что очень жестко, грубо отказ получил. Я поехала в город, купила мясо, угли, сделала шашлыки, купила ящик воды, чтобы дети у меня пили. На что все то, что я покупала, ели эта семья, у которой мы снимали. То есть мы заплатили за комнату, мы кормили всю эту семью, не только мы, кто у них, все постояльцы, за 11 дней. Ни разу не поменяли постельное белье, ни разу не убрали. Я ушла в разочарованности, в глубочайшем. Люди злые, наглые, и летят как ненормальные. Перейти дорогу это было невозможно. Я каждый раз, когда вспоминаю, с содроганием, ничего хорошего я там не увидела. Люди, не езжайте туда. Люди реально не любят. Мы за свои деньги хочу получить удовольствие, а не